Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Правительство поручило губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса, а Минздраву докладывать о процессе. Ситуация с безнадзорными животными – одна из самых обсуждаемых в Нерюнгринском районе. Какие пути решения проблемы есть сегодня? Воссоздание старины. Специалисты музея «Россия. Моя история» выпускают уникальный контент. Правительство России поручило губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса в регионах, а Минздраву докладывать о результатах этой работы каждые 2 недели. Первый доклад на основе информации от руководителей регионов в Кабмине ждут до 26 января, следующий спустя 14 дней. Напомним, массовая бесплатная вакцинация от COVID-19 началась в стране 18 января. Сделать прививку могут все желающие, а не только люди из группы риска. Граждане смогут выбрать одну из 2 зарегистрированных в стране вакцин – «Спутник Ви» или «Эпивак Корона». Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся в Алекминской минувшей ночью. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел 2-й этаж здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно для прибытия пожарных. В результате пожара огнем поражен дом по всей площади 300 квадратных метров. Пострадало 2 человека. Погибших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Кабинет министров России обсудит субсидирование авиабилетов на Дальний Восток. Сегодня реализация проекта распоряжения позволит обеспечить доступность воздушных перевозок на Дальний Восток и в обратном направлении для граждан, проживающих в ДФО, говорится в сообщении. В госбюджете на текущий год для субсидирования перелетов с Дальнего Востока в Симферополь и Калининград заложили 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Кабмин также выделил дополнительные 5 миллиардов рублей субсидии на авиаперевозки. Во время пандемии с марта по январь якутяне подали в банки более 20 тысяч обращений о реструктуризации задолженности. Одобрено почти 70% заявок. По 12 тысячам кредитных договоров условия уже изменены. Объем судной задолженности по реструктурированным кредитам составил 8 миллиардов рублей. Также почти 2000 якутян заявили о своем праве на кредитные каникулы. Более 1000 таких заявок банки одобрили. 660 обращений на сумму 450 миллионов рублей уже исполнены. Порядка 90% заявок, направленных жителями республики в банки за все время пандемии, пришлось на реструктуризацию кредитов по собственным программам кредитных организаций. В Якутии стоит задача переселить из аварийного жилья порядка 60 тысяч граждан. Айсен Николаев накануне провел рабочую встречу с замгенерального директора госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамерланом Аджиевым. Переселение граждан из аварийного жилья является важнейшим направлением. Перед республикой стоят серьезные задачи, отметил глава региона. И констатировал, что Якутии по программе переселения выделено дополнительное финансирование и, соответственно, будет принято решение по софинансированию из бюджета республики. В свою очередь, Тамерлан Аджиев заверил, что фонд готов поддержать проекты, которые внесет Якутия. У работников газовой службы сейчас непростой период. Все из-за морозов, которые установились по всей Якутии. Впрочем, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение числа аварийных заявок на 20%. Чаще всего обращаются абоненты-частники, у которых из-за холодов возникают перебои с работой газовых котлов. Агафья Гоголева подробнее. В диспетчерскую службу поступил звонок. По улице Билибина в частном секторе отключился газовый котел, вследствие чего в доме резко стало холодно. У меня сегодня утром, часов 8, отключился котел. Дома стало холодно. Я выбежал в гараж, посмотрел. Оказывается, котел не работает. Показывает ошибку 10. Я вот в прошлом году поставил, поэтому проблемы не было. А вот в старом котле тоже иногда бывало такое. Я всегда тогда вызываю газовиков, они быстро приходят и налаживают.
Проблему неполадки газовая служба нашла быстро. Оказалось, в датчике котла образовалась ледяная корка. Данная проблема зимой беспокоит абонентов довольно часто, особенно в нынешние морозы. В холодное время забор воздуха надо сделать не с улицы, а с помещения надо сделать. Приоткрыли вот эту форточку. Ну, специально у нее есть форточка, вот приоткрыли. И сейчас уже газовый котел будет делать забор воздуха с помещения. За год в службу технического обслуживания газового оборудования поступает более 10 тысяч заявок на ремонт газовых котлов. В такую погоду лучше, конечно, быстро ремонтировать, поэтому у нас по городу работает 9 бригад по ремонту котлов. И у нас на обслуживании находится более 15 тысяч частного сектора и более 38 тысяч многоквартирных домов. В случае обнаружения неисправности абоненты должны незамедлительно сообщить об этом в диспетчерскую службу во избежание несчастных случаев. Все ремонтные заявки принимаются на номер 319 555. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Обязательная маркировка сельскохозяйственных животных в России начнется не раньше 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства страны Максим Увайдов. Замминистра пояснил, что все будет зависеть от того, как быстро примут закон об обязательной маркировке и учете животных. Соответствующий законопроект уже принят и внесен в правительство. По его словам, проект предусматривает переходный период, чтобы бизнес подготовился к внедрению системы идентификации, а Кабмин успел принять подзаконные акты. Увайдов подчеркнул, что система необходима, чтобы обеспечить учет сельхозживотных, прослеживать животноводческую продукцию, а также уменьшить количество вспышек заболеваний. Ситуация с безнадзорными животными – одна из самых обсуждаемых в Нерюнгринском районе. В прошлом году в Нерюнгре впервые появился пункт передержки собак, но проблема полностью пока не решена. Чтобы охватить все заявки на отлов и принять животных, необходимо расширить помещения, вольеры и территории для выгула. Какие пути решения проблемы есть сегодня, узнавала Екатерина Павлова. В соцсетях Нерюнгринка опубликовала видео, на котором запечатлены последствия нападения в городском дворе на нее и ее питомца стаи собак. По словам пострадавшей, спастись удалось только благодаря мужчине, который выбежал из подъезда и палкой разогнал свору. Да, нерюнгринцы не должны страдать от стай бродячих животных. Что мы имеем сегодня? Заключенный в 2020 году контракт с ООО МДЗ на отлов, содержание, стерилизацию и возврат в прежнюю среду обитания животных решает проблему лишь частично. Пункт передержки развивается по мере возможности, но охватить все и сразу не хватает ресурсов. За последние месяцы карантинные вольеры вот здесь сделаны. Здесь находятся маленькие кутята, здесь находятся животные после операции, после кастрации, стерилизации, где проходит обработка швов, ран, заживление до полного выздоровления. Сделана комната для ветеринаров. Ветеринара приняли на работу для прививок, для ежедневных осмотров. Ну, в таком духе операции, стерилизации и кастрации будет делать ветеринария. Сложностей, конечно, много. Боремся, трудимся и стараемся. В настоящее время идет процедура торгов на отлов и содержание безнадзорных собак на 2021 год. Пункт передержки появился, и это новый опыт для города. Сегодня есть понимание, что ни один муниципалитет не способен переломить ситуацию только собственными силами. В идеале должен быть один приют на все поселения Нерюнгринского района. Спроектировать в соответствии с требованием федерального законодательства полноценный приют. То есть проблем нету с выделением земельного участка. Земля есть. Мы такие земельные участки. Сегодня у нас на рассмотрении где-то 3 участка в бывшем старом городе, так называемом 7-м микрорайоне. Мы понимаем, что в бюджетах наших поселений на строительство данного приюта денег нет. То есть мы будем просить субсидию, соответственно, республика эту субсидию будет просить из федерального бюджета. Вместе с тем проблему было бы легче решить не только силами органов власти, но и ответственностью самих граждан, хозяев, допускающих самовыгул домашних питомцев или тех, кто выбрасывает ставшее ненужным домашнее животное. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Воссоздание старины – так назвали специалисты музея «Россия. Моя история». Уникальный проект. С помощью современных технологий сотрудники музея возрождают предметы быта, рассказывают о местах обитания и выживания предков народа Саха. Дмитрий Тымыров встретился с авторами проекта. Стрела, так, и просто оставляется внизу кольцо с веревкой.
Этот лук необычной формы был создан еще предками народа Саха до появления на свет ружья. Именно он являлся основным орудием охотников, а значит и главным добытчиком. Неудивительно, что первый выпуск проекта «Воссоздание старины» его авторы посвятили этому уникальному орудию. Именно мы решили восстановить этот лук, как именно наши предки делали. Это была попытка полностью реконструировать производство именно в Якутии такого многокомпозитного оружия, так скажем, охотничьего. Это был якутский лук, но он многосоставной, состоит из разных, одного породы дерева, но разных его, так скажем, видов. Потому что тут тонкие щепки, это уже лиственница. Мы 2 лиственницы склеили, для этого вот как раз делали еще отдельно клей из рыбы, из шкур рыбы. На YouTube-канале музея есть полное видео воссоздания этого предмета. Снимаем весь процесс с самого начала, как мы, для лука, как просто вот доска лежит, и с этой доски мы начинаем делать. И также самострелом было, мы просто взяли доску и начали делать видео, и потом уже, как получается, смонтировали, именно хронометраж сделали. Пытаемся показать весь процесс, именно как все это делается, с удачами, неудачами. Проект реконструкции появился благодаря, как это не парадоксально, пандемии коронавируса. В период ограничительных мер нужно было держать на плаву социальные проекты, да и деятельность музея в целом. Пришлось срочно осваивать онлайн-проекты. Было решено с помощью современных технологий рассказывать о старении, о том, как жили наши предки, чем они питались, как охотились и выживали в суровых условиях севера. Начали мы в свое время еще с публикования просто текстовых материалов и фотографий старых именно. Людям это понравилось. Это уже сама идея стала интересной сделать самому. Именно этот проект всегда нам интересен, так как нам самим интересно делать все это. На сегодня с момента запуска проекта отснято уже 15 выпусков. В ближайшее время готовится к выходу 16-я серия. Хлебопечение, мы рыбу ловили на самодельную вершу, если сказать. Лук делали, самострел, вот одно из последних. Мы жвачку якутскую делали из березы. Вот это тоже очень интересно было. У нас как раз тут дерево дорожники свалили, и из березы у нас именно получилось сделать очень интересный, кстати, проект был. Каждый выпуск завершается приготовлением одного из якутских блюд по старинному рецепту. Сегодня эти выпуски набирают по несколько сотен просмотров на официальном канале музея в YouTube. А в будущем может открыться даже отдельная экспозиция проекта «Воссоздание старины», где посетители смогут оценить реконструированные предметы воочию. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.